На этой неделе в Верховном суде республики стартовал судебный процесс, который вполне может стать главным политическим шоу лета. Якутские коммунисты Виктор Гуубарев и Вячеслав Куличкин оспаривают решение о переименовании части площади Ленина в площадь республики и готовы дать своим оппонентам в суде последний и решающий бой. История началась еще в октябре прошлого года, когда после реконструкции площадь Ленина фактически разделили. Западная часть осталась за Лениным, восточную нарекли площадью республики. Несмотря на протесты и митинги, Гордума проголосовала за новую схему. 19 единороссов против пары коммунистов и нескольких безвестных депутатов. Коммунисты утверждают, что решение принято с грубейшими нарушениями. Никакой площади Ленина уже нет, осталась только пешеходная дорожка и памятник. Это все сделано вопреки мнению большинства горожан, заявил лидер якутских коммунистов Виктор Гуубарев. Он напомнил, что Ленин не только поддержал создание Якутии, но и заложил основы ее государственности. Подчеркнем, что Гуубарев умышленно умалчивает, что отцы-основатели республики были брошены под каток репрессий своими же соратниками, коммунистами. История, как известно, любит черный юмор. Тем временем представители Гордумы уверяют, что все было законно. Проведены публичные слушания, собрано более 4000 подписей за переименование. Председатель Гордумы Альберт Семенов подчеркнул, что памятник Ленину остается на месте, а город уважает свое советское прошлое. Депутат Саргылана Васильева, когда-то стоявшая в почетном карауле у памятника Ленину, успокаивает разбушевавшихся коммунистов, что никто не покушается на советские символы. Однако последние настаивают на полной отмене решения. В случае проигрыша в Верховном суде республики они намерены идти до конца, вплоть до федерального уровня. Добавим, что в эти выходные на съезде КПРФ в Подмосковье делегаты из Якутии вместе с другими участниками объявили доклад Хрущева о культе личности Сталина, ошибочным и политически предвзятым. В Москве тем временем обсуждается законопроект коммунистов о запрете переименования объектов, связанных с именем Ленина. Следующее заседание суда назначено на 5 августа. Судя по накалу страстей, впереди Якутск ждет еще немало исторических разборок. В ночь на 10 июля, неподалеку от села Улах-Ан, Хангалаасского Улууса, автомобиль врезался в табун лошадей. Видео с места ДТП быстро разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, как легковой автомобиль влетает прямо в лошадей. Позже на месте аварии появился известный в республике рэпер Гоша Васильев, более известный как Джида. В ответ на вопросы очевидца артист заявил, что за рулем в момент ДТП была его супруга. В аварии погибла одна лошадь. Водитель не пострадала, находилась за рулем трезвой. В машине также ехали муж и ребенок. Оба были пристегнуты ремнями безопасности и не получили травм. Видео с места инцидента, появившееся в сети, вызвало бурную реакцию пользователей. В комментариях звучат как вопросы к соблюдению ПДД, так и обеспокоенность судьбой лошадей, которых в республике нередко оставляют без присмотра. На этой неделе из-за проливных дождей река Чульман вышла из берегов. В Улусе объявлен режим повышенной готовности. На этой неделе республика наблюдала за играми Манчаары в Таатинском Улуусе. Любуемся.